На днях кандидат на пост главы республики Эрнст Березкин вернулся с поездки по Верхоянскому улусу. И где бы он ни был, людей села в первую очередь интересует судьба сельского хозяйства. Да и в социальных сетях сейчас много полемики. Прав ли Эрнст Борисович, говоря о повышении цены на молоко до 45-50 рублей от нынешних 17 и 20? Не вдаваясь в дебри экономической составляющей агропромышленного комплекса, можно смело предположить, что литр молока никак не должен быть ниже цены на топливо. С этим согласны и сами сельские жители. В сегодняшний день везде по республике заготовители берут, деньги от субсидий крутят по полгода, по году, и, естественно, полностью уничтожается инициатива. Люди сдают молоко, денег не получают, даже этих крох, и они сворачивают свое хозяйство. В моей программе есть четкая позиция, что со следующего года нужно наверстать это отставание. Субсидия на литр молока будет со следующего года 45 рублей. Плюс цена заготовителя 10 рублей, то есть человек будет получать 55 рублей за литр молока. Есть ли эти деньги в бюджете или нет? Вопрос, популистский вопрос или не популистский. Вот у нас сегодня, как я уже сказал, 8,5 миллиардов рублей господдержки села в этом году. Из них всего лишь 1,5 миллиарда рублей доходит до сельчан в виде денег. И то, как я уже сказал, эти деньги крутят заготовители. Моя задача из 8,5 миллиардов минимум 50% в виде живых денег довести до конкретных товаропроизводителей. Больше ничего решать не надо. Иначе мы не поднимем основу основ. Вот деньги должны быть в селе. Вы сами понимаете, что мы можем построить в деревне спортзал, крытый каток, мы можем построить там картинг, мы можем построить там клуб какой-нибудь красивый для молодежи. Но если в деревне не будет денег, а в деревне у кого сейчас деньги? Это у учителей, у одного-двух фельдшеров, у главы администрации зарплата и деньги пенсионеров. То есть у людей нет теоретической даже возможности заработать деньги. Все деньги крутятся в Якутске. И это просто закон экономики. Может что угодно говорить, лозунги говорить, люди уедут за деньгами.